Мой пост ностальгический, про футбол и даже больше, чем про футбол. Хотя и прошло совсем немного времени, когда весь стадион, да и вся страна замирала в едином порыве отчаяния, надежды, ликования в финале чемпионата мира непризнанных. Такое единение не было давно, пожалуй, с августа 2008 года, а еще раньше до этого, с сентября 1993. По этому единству все соскучились, и давно накопленное чувство просто не знало, в чем себя проявить. Выборы и президентов, и в парламент, и даже в местные органы все эти годы делили нас на победивших и проигравших. Граница противостояния проходила и между однофамильцами, между друзьями, и даже по домашнему паркету. Это не к тому, что надо отменить выборы, как форма размежевания общества, а изменить подход к этому процессу и тем самым изменить политическую культуру в Абхазии. Это идеалистично, кто-то скажет, но я на это отвечу, что альтернативы этому нет. Вернее, альтернатива – это стремительная стагнация, исчезновение страны с карты мира, даже в тех странах, что нас признали. В процессе размежевания мы постоянно прогрессируем, то есть уже выстраиваем баррикады не только во время выборов, но и по любому более или менее важному вопросу. Будь то добыча нефти на шельфе, церковный раскол, продажа недвижимости иностранцам, введение НДС и так далее, и так далее. Мало того, даже выдача абхазских паспортов гражданам страны, с кем мы воевали и никак не подпишем мирный договор, тоже стала предметом политического противостояния в нашей политике. А из последних трендов самый актуальный сейчас предстоящий референдум. Я сам часто становился сторонником или противником той или иной проблемы и часто задумывался, от чего так и сколько это может продолжаться. Мне кажется, корень этой ситуации в том, что мы никак не сформулируем, чего мы хотим от себя, от окружающего нас мира, какую модель стабильного существования мы хотим выстроить и как к ней двигаться. Я понимаю, что номинально цели и задачи государства сформулированы в Конституции и других законах, но мы утратили конкретный контур будущего. Войну он был очевиден, или выигрываем ее вместе, или сгинем с лица земли как нация. А в чем сейчас наше представление о сути государственности? В чем она, эта суть, сейчас проявляется? В атрибутике, флаге и гербе? Может, в серии автомобильных номеров или сувенирных монетах? Или, может, в названиях на этикетках вин и аджики? Не густо, мне кажется, для полноты ощущения состоятельности национального проекта. А если потереть по золоту, то окажется, что государственную атрибутику хорошо клеят на кустарные майки, магнитики и другие сувениры китайского производства, так как они хорошо продаются в курортный сезон. А номера, прикрепленные на дорогих джипах, большинство из которых в полулегальном статусе, а то и вообще с криминальным душком. Монеты хороши, как-никак на московском госзнаке отчеканены. Правда, платежными средствами не являются. Даже аджика зачастую сделана из китайского перца. Своего мы в достаточных количествах не выращиваем. Что мы тогда производим качественно и в достаточном количестве? Да практически ничего. Радует нас разве только таланты в культуре и спорте. Даже наш самый фирменный продукт производить впечатление не очень-то получается. Куда девались эти французы Кавказа? Услышать мат на улице не сложнее, чем споткнуться от пустую пачку сигарет, выброшенную не в мусорный ящик, а в момент закуривания последней сигареты. Отечественная война окончательно сделала идею государственности единственно возможной для существования народа. Но неужели лишь проблема выживаемости лежит в сути нашей национальной идеи? Почему мы не заполним ее политическим, экономическим и культурным содержанием? А это задача прежде всего национальной элиты, которая должна стать таким архитектурным бюро, где в спорах и дискуссиях формируется будущее страны. А когда будет генплан такого будущего, по нему будет легко сверять правильность разрешения тех или иных проблем.